С 2009 года Генеральной Ассамблеей ООН 20 февраля был провозглашен Всемирным днем социальной справедливости. Примечательно то, что именно наша страна стала инициатором продвижения данной даты в международное сообщество. И сегодня в нашей передаче «Аймакты Көздөй» мы попытаемся понять, что значит для кыргызстанцев социальная справедливость, что делается в стране для ее достижения, какие есть конкретные успехи, извлеченные уроки и что еще мешает нам назвать Кыргызстан страной социальной справедливости. Дорогие зрители, я предлагаю вам вместе со мной начать разбираться в данной сфере и найти ответы на поставленные вопросы. Итак, в путь. Но для начала давайте посмотрим сюжет. 20 февраля – Всемирный день социальной справедливости. Дата малоизвестная, что и неудивительно, ведь Организация Объединенных Наций учредила ее всего 3 года назад. Цель этой даты – установление социального благосостояния и социальной справедливости для всех членов общества путем искоренения нищеты, обеспечения людей достойной работой, достижения равноправия между мужчинами и женщинами. В этот день страны-участницы ООН проводят конкретные мероприятия, направленные на устранение барьеров между людьми в силу их возраста, расовой или религиозной принадлежности. Так, например, в Ливане в рамках праздника был организован День окружающей среды. 200 студентов, принадлежащих к разным религиозным конфессиям, совместно посадили около 300 деревьев, ведь в результате военных действий в этом регионе количество лесов значительно сократилось. Объединив таким образом молодежь, организаторы попытались восстановить мир между сообществами, проживающими в неспокойном регионе. Акция стала ярким примером установления социальной справедливости, которая является основополагающим принципом мирного и благополучного сосуществования как внутри страны, так и между различными государствами. В США, в частности в городе Колумбия, эта дата также объединила представителей различных сообществ. Принципы социальной справедливости здесь предпочитают обсуждать без всякого официоза. В приятной атмосфере за чашкой кофе идут разговоры о толерантности, уважении человеческого достоинства и социальном диалоге. В странах СНГ сложились свои традиционные мероприятия, посвященные Дню социальной справедливости. К примеру, на Украине итогом информационных акций стало принятие программы по созданию службы «Социальное такси». Специально созданный таксопарк обслуживает тех, кому сложно передвигаться самостоятельно. В основном это люди с ограниченными физическими возможностями. Здравствуйте. Вас приветствует диспетчерская служба «Инватакси». В России День социальной справедливости также не проходит незамеченным. Так, у телецентра Останкино состоялся митинг под лозунгом «Пустите справедливость на экран». Акция собрала 2000 человек, пришедших выразить протест против засилья на ТВ развлекательных программ и дезинформации, в то время как реальные проблемы остаются за кадром. Примечательно, что инициатором проведения Дня всемирной справедливости стал Кыргызстан. На 62-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 2007 году при коспонсорстве 80 государств Кыргызстан инициировал принятие специальной резолюции Генеральной Ассамблеи под названием «Всемирный день социальной справедливости». На 62-й сессии данная резолюция была единогласно принята 191 государством-членом. И с 2009 года все мировое сообщество ежегодно 20 февраля отмечает Всемирный день социальной справедливости. Итак, мы узнали, как данный день отмечается в других странах. А теперь попробуем выяснить, как он проводится у нас в Кыргызстане. А начнем мы с наших государственных мужей. Правительством Кыргызской Республики в 2010 году было принято постановление о проведении повсеместно этого дня. И на основании этого постановления все наши органы государственной власти, местные органы и органы местного самоуправления разрабатывают свои планы действий, на основе которых ежегодно всем нашим гражданам, которые нуждаются в государственной поддержке, оказывается ряд таких мероприятий. Это значит, в этот день все наши люди, нуждающиеся в помощи, могут бесплатно обслуживаться в различных организациях, получать бесплатные услуги медицинские, юридические, кроме того, бытовые какие-то услуги. В долгосрочной перспективе правительство разработало концепцию социальной защиты населения. Сейчас государство разработало концепцию социальной защиты населения,
которая рассчитана на 2012-2014 годы. И вот в рамках этой концепции есть 4 компонента, которые четко прописывают все мероприятия, связанные в этом направлении. Это забота о людях, которые нуждаются, это пожилые граждане, люди с ограниченными возможностями, малоимущие и дети, которые нуждаются в государственной поддержке. Для достижения социальной справедливости в обществе государство должно не только обеспечить своих граждан жильем, бесплатными медицинскими услугами, образованием, но и достойно оплачивать их трудовую деятельность. Заработная плата должна быть достойной, чтобы человек из-за еды, из-за одежды, из-за потребностей в жилье не опускался ниже человеческого достоинства. В Министерстве социальной защиты признают, что достойный уровень жизни ведут далеко не все кыргызстанцы. Хорошо, что этот день отмечается, хорошо, что одна из глобальных инициатив нашей страны получила признание и включена в календарь ООН, но нам нечем похвастаться. Это не только материальное неравенство, не только вот безработица, но это еще неравенство в правах, вот, о бесправии, о том, что у нас, к сожалению, еще не построено правовое государство, где перед законом все равны, где соблюдаются права человека, личное достоинство каждого. Об этом открыто говорит наш президент, об этом говорит руководство нашей страны. В этот день, вот сегодня, мы должны говорить, что мы очень далеки от социальной справедливости. Больше того, в последние годы, не только в последние годы, вообще можем сказать, за последние 20 лет, декларируя и подтверждая в нашей Конституции, что мы государство социально ориентированное, мы, к сожалению, не подкрепляем это ни приоритетами государственной политики, ни какими-то, значит, вниманием, в том числе и финансово-материальное подкрепление. Если обратиться к истокам, справедливость – качество, присущее кыргызскому обществу исторически. Испокон веков, из поколения в поколение здесь передавались уважение и почитание старших, забота о младших. Без этих принципов кочевому народу было бы сложно выжить в суровых условиях и сохранить целостность. Другой вопрос – является ли социальная справедливость приоритетом в государственной политике? А еще один очень сложный вопрос – это является или не является социальная справедливость приоритетом государственной политики, насколько этому вопросу уделяется внимание. И здесь тоже как бы вопрос распадается на 2 части. Первая часть – это отвечает ли наше законодательство основам и требованиям социальной справедливости. Потому что прежде всего это должно быть заложено в законе. Потом это должно всячески поддерживаться судом и общественным мнением. Ну и, наконец, в-третьих, это должно быть учтено в реализации каких-то государственных программ развития. То есть нужно балансировать постоянно между группами интересов, между группами незащищенных граждан, между и защищенных граждан, и интересы бизнеса, интересы пенсионеров, интересы детей, интересы мигрантов, интересы этнических групп, интересы женщин и мужчин, они все должны балансироваться внутри государственной политики. Вот здесь, конечно, у нас есть большие проблемы, потому что побеждает пока тот, кто сильнее, у кого больше рычагов давления, у кого сильнее влияние. И нет, по сути говоря, у нас в стране механизма, который бы контролировал вот соблюдение принципов социальной справедливости. В нормальных странах это законодательство, еще раз говорю, и суд. У нас ни то, ни другое этим требованиям в целом, к сожалению, пока не отвечает. Как мы выяснили, День социальной справедливости должен способствовать искоренению нищеты, обеспечению полной занятости, достойной работы, равноправию мужчин и женщин, социальному благосостоянию и в конечном итоге социальной справедливости для всех. Все говорят, хотят жить в стране социальной справедливости. А что это такое социальная справедливость? Какие смыслы простых людей стоят за этой фразой? Совпадает ли их мнение с мнением государственных органов? Давайте узнаем. А что значит социальная справедливость? Когда социальные слои населения получают и имеют равный доступ к образованию, к здравоохранению
и к другим услугам, которые предоставляет государство, так как мы все налогоплательщики. Но, как правило, мы не имеем такого подобного равного доступа. Вот лично я, например, оплачиваю абсолютно все. И единственное, мы еще за воздух пока не платим. Мы старшее поколение отдали все, что мы могли, и мы построили будущее младшего поколения. А теперь осталась очередь младшего поколения, чтобы заботились о старшем поколении. Это называется социальная справедливость. Когда в стране нет бедных и богатых. Достойные пенсии, достойная жизнь. Это права у людей не нарушаются. Вот это и есть социальная справедливость. Когда у нас в стране нет нищих и бомжей. Это когда пенсионерам есть что покушать и есть на будущее надежда, что вот заболею, меня вылечат. Когда работает закон, когда исполняют все то, что надо исполнять. Вот это социальная справедливость. А социальная справедливость между этим, это только связано с законодательством. У каждого человека должна быть социально защитна, а то у нас нет. Даже возьмем простого рабочего врача, вот обыкновенный врач, даже она не защищенный, врач, он не защищенный тоже. Ну, какое-то равноправие, какое-то для пенсионеров, я своего возраста говорю, что как вот нам прожить на такой пенсии. Вы знаете, я вот как-то разговаривала с женщиной, у которой больной ребенок, да, и о тех выплатах детских, пособиях, которые, это вообще, страшно. Потому что этих денег реально даже на один день не хватает. Вот, если взять лекарства, питание, да, полноценное. Когда нет бедных людей, все в социальном достатке живут, все. Я сама недавно пролежала в больнице кардиологически. Все абсолютно как на базаре, все покупается там. Это когда все люди равны и счастливы хотя бы немножечко. К сожалению, большинство опрошенных кыргызстанцев заявили, что не считают современное общество социально справедливым. Тот уровень жизни, который имеет наше население сегодня, не дает оснований для праздничного настроения. Статистика лишь подтверждает этот печальный факт. В 2010-2011 годах почти 37% населения проживали за чертой бедности. Более 10% вынуждены работать за пределами страны. Каждый третий кыргызстанец не доедает, а для каждого пятого жителя продовольственная обеспеченность – острая проблема. Ситуация усугубляется и тем, что социальная политика страны, ориентированная на решение социальных проблем, по мнению специалистов, ограничивается вопросами учета и выявления количества малоимущих семей. А конкретных действий, направленных на выведение этих самых семей из бедности, предпринимается мало, сетуют эксперты. Я хотел бы обратить внимание, что за последние годы мы вообще перестали говорить о снижении уровня бедности. Если вы посмотрите нашу национальную стратегию и программы Министерства социального развития, то вы там не увидите индикатора по снижению уровня бедности. Более того, что вызывает большое удивление, вопросы вывода малообеспеченных, малоимущих семей, они переложены на ответственность органов местного самоуправления, у которых на сегодняшний день финансовых ресурсов для этого нет. Конечно, очень легко перебросить такую важную проблему, как оказание социальных услуг на органы местного самоуправления, но это не решит проблемы по стране. Жительница новостройки Келечек Гульбарчин Акназарова знает о проблемах малоимущих семей не понаслышке. Много лет назад в поисках лучшей жизни уроженка Баткена переехала с супругом в столицу. Родились дети – 4 мальчика, 2 девочки. И обеспечивать многодетную семью стало труднее. Скромного заработка главы семейства хватает только на самое необходимое. Выйти на работу Гульбарчин не может. Приходится присматривать за детьми. Пристроить их в детский сад или образовательные центры не позволяет недостаток средств. Было бы хорошо отдать детей в кружки или секции, но вы сами понимаете, сейчас все упирается в деньги. Вот и получается замкнутый круг. В зимнее время жить сложнее, признается Гульбарчин. Львиную часть семейного бюджета съедают расходы на отопление. На 8 членов семьи приходится 2 небольшие комнаты, но Акназаровы не унывают. Домик, пусть и небольшой, зато собственный. За годы работы им посчастливилось стать землевладельцами, что удается не каждым приезжим, говорят они. Подобные социальные проблемы нужно решать немедленно, бьют тревогу эксперты. Социальная справедливость не подразумевает полного равенства, но она подразумевает возможность жизни, а не балансирование на грани выживания для всех, не только для предпринимателей и верхушки политической элиты. В противном случае недовольство населения уровнем жизни, потеря веры в лучшую жизнь неизбежно ведут к росту социальной напряженности и в конечном счете к протестным настроениям.
Так что же или кто должен решать социальные проблемы? И как все-таки добиться социальной справедливости? Чтобы ответить на этот вопрос, нужно начать с прояснения самого понятия – социальная справедливость. Всемирная интернет-энциклопедия дает следующее определение термина. Социальная справедливость – один из распространенных общественных идеалов. Согласно некоторым современным представлениям, реализация принципов на практике включает следующие пункты: равенство всех граждан перед законом, обеспечение гарантий жизнедеятельности человека, высокий уровень социальной защищенности. Осуществление принципа социальной справедливости должно включать обеспечение работой каждого трудоспособного, достойную зарплату, социальное обеспечение лиц с ограниченными возможностями, детей и сирот, свободный доступ граждан к образованию, здравоохранению и другим благам. Говоря абстрактно, социальная справедливость в цивилизованном обществе предполагает обеспечение достойной жизни тех, кто не способен сделать этого сам – детей, стариков, лиц с ограниченными физическими возможностями, за счет тех, кто может и должен обеспечить себя самостоятельно. И, конечно же, все члены такого общества должны иметь равный доступ к социальным услугам. В Конституции Кыргызстана записано, что Кыргызстан является также социальным, правовым, демократическим, обращаю внимание, социальным государством. Это означает, что именно государство на себя берет функцию по обеспечению социальной справедливости в стране. То есть оказание помощи, поддержки тем категориям граждан, которые оказались в сложной, трудной ситуации. А также это означает предоставление всем гражданам, независимо от статуса, качественных услуг, государственных, муниципальных услуг. В этом отношении, конечно, решающее значение имеет человеческий фактор. То есть государственные муниципальные служащие, которые непосредственно связаны с этими вопросами, с обеспечением социальной справедливости, услуг и так далее. И сегодня, чтобы это обеспечить, государственные служащие, конечно, должны быть не только профессионалами, специалистами в своей сфере, но и руководствоваться принципами добросовестного управления, то есть честности, открытости, этичности, прозрачности, привлечению к решению вопросов общественности и так далее, и так далее. Таким образом, существенным элементом, который способствует становлению социальной справедливости в обществе, является принцип добросовестного управления. В первую очередь добросовестное управление, думаю, первое качество – это то, что усилия государства направлены на человека, это обязательное условие, чтобы за основу оценки государственных органов в их деятельности принимались не те, которые сами министерства себе дают, а те, которые им дают общество. Второе, чтобы они работали, господи, не в холостую, а работали на конкретный результат, и одним из важных результатов должны признаваться именно государственные услуги. Итак, механизмы добросовестного управления подразумевают принцип прозрачности и подотчетности власти, а также активное участие населения в принятии решений, вовлечение в процесс управления граждан. Для достижения справедливости нужны объединенные усилия не только властей, но и самих жителей. Я думаю, прежде всего, это должно быть большое желание и руководства, да, наших государственных органов, с одной стороны. С другой стороны, такое желание должно быть и у самих сообществ, у наших людей, потому что вот желанием только одних органов этого невозможно достичь. Сообщества должны сами, с одной стороны, требовать социальной справедливости, с другой стороны, наши граждане и сами должны делать определенную работу для того, чтобы достичь этой справедливости, а не просто сидеть и ждать. Насколько вот наши граждане будут, скажем так, требовательны к руководству как государственных органов, так и органов местного самоуправления, настолько вот это управление и будет добросовестным. Потому что зачастую, мне кажется, бывает так, что, возможно, даже вот и мэрии, да, и местные кенеши, депутаты местных кенешей, они пытаются делать какую-то работу, но вот, как мы говорим, фидбэка, да, обратной связи с гражданами, она не всегда присутствует. Возможно, где-то в городах есть, но в селах в достаточной степени этого нет, и поэтому этот вопрос зависает. Чтобы вопросы не зависали в воздухе, а эффективно решались, пора перестать ждать помощи и начать занимать активную гражданскую позицию, призывают эксперты. И начинать нужно с малого, в рамках своих территориальных сообществ. Население живет именно на первичном уровне, село и в городах живут, поэтому вот именно в социальной справедливости нуждаются наши жители.
К большому сожалению, иногда вопрос социальной справедливости решают на уровне правительства, министерств, ведомств без мнения местного населения. Поэтому, чтобы этот лозунг, девиз добросовестного управления к социальной справедливости, она должна начинаться внизу, то есть должны работать уставы местных сообществ. Вопросы безработицы, вопросы людей, которые нуждаются в социальном обеспечении, например, пожилые люди, например, дети без родителей. Это все на местах люди лучше знают. И поэтому, если местная власть, на самом деле, айлык мөтү, мэрия, как исполнительная власть, они будут вплотную работать с населением и справедливо распределять те иные, которые государство выделяет, да, то тогда на самом деле будет справедливость. Справедливость может существовать только там, где есть понимание взаимной зависимости и ответственности друг за друга. Там, где есть понимание единой семьи. В большой семье всегда есть старые и малые, сильные и слабые, но семья поддерживает каждого. Это и есть справедливость. Так давайте же заглянем в такое сплоченное сообщество и узнаем историю их успеха. Орокский аильный округ Чуйской области – удивительно мирная сельская управа. Здесь редко можно встретить выпивающую молодежь. Во дворах царят чистота и порядок. Все это заслуга местных жителей. Сельчане решили не дожидаться помощи чиновников и благоустроить свой быт самостоятельно. Так в Ороке появились водопровод и отремонтированные дороги. Водопровод у нас был проведен еще в 60-е годы. Трубы, конечно, износились. И последние 20 лет у нас не было питьевой воды. Мы собрали с каждой семьи по 100 сомов и пустили эти средства на ремонт водопровода. Недостающую сумму внес Айлык мөтү. Он оказал нам большую поддержку. В данное время идет регулировка этих вод, чтобы равномерно давали. Это 90% наших жителей уже обеспечены. А да. до этого сколько процентов? До этого 50%, может быть. Огромную роль в прокладке водопровода сыграла молодежь. Именно молодые ребята, по словам главы Аильного округа, выполнили основные строительные работы. В селе даже создан молодежный комитет, который, по оценкам жителей, действует довольно успешно. Ребята всеми силами стараются приносить пользу своему району. Когда мы собираемся с молодежью, у нас молодежь очень дружная компания. Молодежь, когда мы собираемся, у нас будет около 90 человек, у нас молодежь. Здесь у нас из 7 сел, здесь молодежь собирается, 90 человек. Здесь на это собраниях мы решаем именно какие проблемы и какие нужды именно молодежи нужны. Мы не стоим на месте, мы хотим именно спорт поднять, именно образование молодежи именно поднять. По всей сфере мы здесь работаем. В развитии района не отстает от молодежи и более старшее поколение Орока. В селе не менее успешно действует инициативная группа аксакалов. Именно к ним за советом обращаются молодые активисты. Совместными усилиями была решена уже не одна сельская проблема. Одним из последних достижений стал ремонт дороги, не обошедшийся, однако, без помощи местных властей. 2 года назад тут было поле пустое. Вот наши односельчане Орокского айлык мөтү все собрались с ашарным методом, построили вот эти дороги. В каждой перекрестке поставили трубы. Вот за 2 года все наши односельчане построили тут дома. Женская половина села также не сидит сложа руки. Представительницы слабого пола не ждут, когда им создадут рабочие места, а создают их сами. Нашей землячке Салтанат Абылкасымовой удалось написать проект по выращиванию плодоовощных культур. Первый год были вовлечены в этот проект 30 женщин, а на второй год к ним присоединились еще 30. Мы сажаем семена, которые нам дают доноры, и выращиваем овощи на своих огородах. Половину оставляем себе на зиму, а половину продаем. Это является дополнительным заработком для наших женщин. Успешное развитие Орока стало возможным благодаря совместному сотрудничеству сельчан и Айлык мөтү. Жители сами определяют приоритетные нужды, а местные власти оказывают им содействие, подчеркивает глава сельской управы. Немаловажную роль в плодотворном взаимодействии играет и правильное информирование населения о проделанной работе. С этой целью в селе в рамках проекта Европейского Союза и ООН «Продвижение добросовестного управления для достижения социальной справедливости» создан мультимедийный центр и установлена радиотехника. В скором будущем планируется установка радиоаппаратуры во всех селах Орокского айлык мөтү. Это поможет представителям власти и жителям поддерживать тесную связь и вести совместную работу более эффективно. Орокский айлык мөтү у нас большое, здесь там 7 селов.
И иногда вот до вот нижнего уровня, например, там информация не доходит. Мы сейчас хотим вот именно создали этот проект, и мы старались это и бегаем за этот проект, и эта информация у нас будет проходить по 4 направления. Это первое направление будет по объявлению, это каждому аиле у нас будет объявление стенд, и будем каждому аиле будем объявление вешать, и будет у нас через интернет, твинтеры будем через смс-ку будем отправлять, и здесь радиоузел будет. Мы пришли в этот центр, так как хотели бы оповещать, информировать наше село о работе нашего сельсовета, показывать им всю чистоту и работу, как работает наш сельсовет. И в дальнейшем это помогло бы нам и в жизни, то есть образование лишним не бывает, увеличить свой кругозор, получить большую практику здесь. По мнению жителей таких сплоченных сообществ, успешно реализовывать свои планы им удается благодаря гражданской инициативе и добросовестной работе органов местного самоуправления. Желание принести пользу своим землякам имеет огромную силу. Эта инициатива способна созидать. Процесс достижения социальной справедливости требует того, чтобы граждане сами были активными и участвовали в общественной жизни своего села, города или района. У нас есть хорошие примеры соблюдения принципов социальной справедливости на более локальном уровне, на микроуровне. То есть вот если в целом говорить как о государстве, то здесь большие проблемы с социальной справедливостью. Но если мы будем говорить о конкретных сообществах, например, небольших сельских сообществах, то там немножко ситуация лучше, потому что люди все знают друг друга, да, и подавляющему большинству людей свойственны все-таки такие понятия, как совесть, там, честность, чувство справедливости. И взаимоотношения, которые выстраиваются внутри этих маленьких сообществ, они больше соответствуют принципам социальной справедливости, но это делают люди сами. Иногда при участии органов местного самоуправления, иногда при сотрудничестве с ними, а иногда и просто даже без них, просто потому что уважают друг друга, просто потому что хотят помочь друг другу. И в этом, наверное, есть здоровая основа, которая позволяет надеяться. В общем, когда смотришь на государство, надежды в конце концов не очень много остается. Когда смотришь на небольшие сельские сообщества, где люди все-таки контролируют свое поведение, с уважением относятся к старшим, заботятся о младших, берегут окружающую среду, хранят какие-то культурные ценности, да, и вот там это все живет, и слава богу, и на этом вообще пока стоит Кыргызстан по большому счету. Итак, в основе социальной справедливости лежит добросовестное управление. Власть должна стать нравственной, обладать политическим рационализмом и политической волей. Для повышения социальной справедливости в современном Кыргызстане власть в лице ее представителей на всех уровнях должна внутренне перестроиться, установив для себя как главные ценности не на словах, а на деле защиту интересов народа, обеспечение социальной справедливости. Граждане хотят знать, что от них не отмахиваются, что их не задвигают в угол. Каждый сом, направленный в социальную сферу и экономику, должен производить справедливость. Справедливое устройство общества, экономики является главным условием нашего устойчивого развития. Это была передача «Аймакты Көздөй». С вами была я, Кундуз Баялиева. До новых встреч в эфире.